Опять закабалить чеченский народ, выслать их теперь уже в Сибирь, чтобы как таковую нацию уничтожить. От малого до великого, как говорится. Конечная задача. Мы ее, к сожалению, не знали. А что солдат знал? Это во-первых. Во-вторых, конечно же, когда мы видели, что не только бандиты, а население. Я могу отличить бандита от населения. Пацаны, женщины, старики, старухи. Как они нас встречали? И плевали вслед, и камни бросали. И мы чувствовали, что мы здесь незваные. Четырехлетняя подготовка Генерального штаба, спецслужб. Посмотрите документы. Какую подготовили программу полного уничтожения нации, депортации всего народа, оставить здесь для развода гибриды, чтобы называться, что они уничтожены. Готовили при всех издержках Россию, экономических, политических, неустроенности, целые городки в регионах, куда должны были пересечь, 4 года строили специальные барачные городки для резервации чеченского народа. А где эти? Саратовская, Оренбургская, Волгоградская. Даже 1,5-2 года назад чеченская диаспора, находящая там, предлагали: идите, вон вам подготовлены, живите, работайте туда и уходите с этих мест. Беда моя была в том, что я знал об этих планах. Это государственная программа. Посмотрите, Черномырдин подписывает план эвакуации или что там, а на самом деле план депортации. И 8-й пункт гласит: без права возвращения. Вот так приходят ракеты, бомбы, наносят удар, чеченцы выезжают, их там переселяют, вывозят, выводят из-под бомбового ракетного удара, конечно, дудаевских банд-группировок. Все это мы уже прошли. Россия только не хочет опомниться, ничего нового не выдумала.